История создания и деятельности мусульманского благотворительного общества в истории крымско-татарского народа занимает достойное место. Этому созданию этого общества очень серьезное внимание уделялось самим Гаспринским и известными общественно-политическими деятелями. О создании мусульманского благотворительного общества очень беспокоило самого Исмаила Гаспринского. И он писал свои статьи в газете «Переводчик Тарджиман» о том, что было бы очень хорошо создание благотворительного общества крымских татар. Потому что в конце XIX века уже в Крыму были русские благотворительные общества, которые оказывали помощь, материальную помощь инвалидам, сиротам, больным и так далее. И, в общем-то, эта идея была подхвачена и над созданием этого общества работал известный крымско-татарский общественно-политический деятель Исмаил Мурза Муфти Заде. Конечно же, это была непростая задача, и создание этого общества давало возможность, это как бы документальная основа, нужно было разработать устав. Разработкой устава занимался сам Исмаил Гаспринский, и неоднократно он ездил в Санкт-Петербург для утверждения устава мусульманского благотворительного общества. Я непосредственно буду говорить о содержании устава мусульманского благотворительного общества. Устав этого крымского благотворительного общества города Симферополя для, как это было в документе написано, для вспомоществования нуждающим крымским татарам, который был подписан министром внутренних дел, сенатором бароном Инскуль фон Гильденбандом 24 декабря 1896 года. Устав состоял из 6 глав и 38 параграфов. В частности, в первом параграфе говорилось о цели этого общества. Вот, в частности, в первом параграфе отмечалось, что Крымское благотворительное общество имеет целью вспомоществованию и презрению беднейшим из татар, как в существующих богадельнях, так и живущих в вакуфных домах, лечебницах и в других благотворительных учреждениях, а также содействовать беднейшим ученикам из татар к поступлению или довершению образования в Симферопольской гимназии татарской учительской школе. Симферопольской татарской учительской школе. Во втором параграфе речь шла о том, что сообразно этой цели обществу предоставлять, принимать под свое покровительство и заботу неспособных к труду престарелых, больных обоего пола, оказывать пособие почему-либо разорившимся кустарям, выдачи орудий производства материалов или денежных пособий, открывать с надлежащего разрешения русско-татарские училища и русские классы при существующих татарских мектебе и медресе, учреждать в городе Симферополе общежития для учащихся на основании существующих по всему предмету постановлений, помещений сирот и беднейших детей в ремесленные училища или к известным добросовестным мастерам. То есть явная забота представителям из крымско-татарского народа, наиболее нуждающимся. Во второй главе этого устава идет речь о составе общества. И вот в параграфе 3 говорится, что общество состоит из неограниченного числа членов обоего пола, всех состояний и званий, за исключением несовершеннолетних, кроме имеющих классные чины, учащиеся учебных заведений,
состоящих на действительной службе, нижних воинских чинов, юнкеров и лиц, ограниченных в правах по суду. Члены общества разделяются на почетных членов, которые избираются общим собранием, лиц, оказавшие обществу особые сообразно с целью этого общества услуги или вносящие в кассу общества единовременные пособия 500 рублей или ежегодно по 50 рублей. Действительных членов, обязывающих ежегодно вносить в размере 5 рублей, лица, пожертвовавшие в пользу общества менее 5 рублей. Здесь вот в примечании говорится, что начальник губернии, губернский предводитель дворянства, таврический муфти, директор народных училищ и гимназий, инспектор татарской учительской школы, они состоят как постоянные почетные попечители и, конечно, если они на то имеют свое согласие. Почетным членам выдаются от общества как бы дипломы и билеты. Лица из числа действующих членов, образовавшихся личным трудом, содействуют правлению в собирании сведений о прибегающих к помощи общества, называются членами, сотрудниками этого общества. Ну, я здесь хочу сразу сказать, что это общество действительно очень существовало и выполняло свои обязанности соответственно этому уставу. О чем это свидетельствует? То, что в архивных материалах есть отчеты этого благотворительного общества 1905 года. Вот я нашла отчет, который издан как брошюрка маленькая, где имеются отчеты о проведенных дел непосредственно, отчеты казначея, самого председателя правления. Долгие годы председателем правления был сам Исмаил Мурза Муфтизаде. Но его был и заместитель, который называется в уставе товарищем. И один раз в год они проводили собрания общества, где отчитывались по проделанным работам в течение года. И самое интересное, что вот в этом отчете за 1905 год есть список всех членов этого общества, и почетные, и рядовые члены общества. Обязанность всех членов общества платить, конечно, взносы, пожертвования этому обществу. Делали видные представители крымско-татарского общества и других народов, делали свои пожертвования в это общество. И нужно сказать, что деятельность этого общества постоянно отражалась на страницах газеты «Переводчик Терджеман». Этому Исмаил Гаспринский уделял особое внимание и писал, кто какое количество денег пожертвовал, какую помощь оказал и так далее. И хочется сказать, что в основном, конечно, членами этого общества были состоятельные представители. Это Мурзалардан, вот все женщины, мужчины, все вот эти знатные их фамилии, все это конкретно есть в этом обществе. Дальше, вот, если говорить конкретно о делах этого мусульманского благотворительного общества, действительно, они оказывали помощь студентам учебных заведений. Одним из примеров является то, что Усейн Баданинский был отправлен на учебу в Москву, в Строгановское училище при поддержке этого мусульманского благотворительного общества. И студенты, которые направлялись учиться в учебное заведение России, тоже оказывали материальную поддержку. Кроме того, оказывали помощь при похоронах вот, беднейшим людям, выделяли материальную помощь. И тем, кто находился в тюрьмах, граждане, да, находились в тюрьмах, в дни Ураза Байрам, вот это когда Ураза, то им оказывалась помощь в покупке продуктов для поддержания их.
и так далее. То есть очень много интересной работы проделано. Ну, у меня, конечно, материалы, архивные материалы, ну и публикации были по деятельности, но вот устав, конечно, я вот, он у меня есть, но я вот решила выступить по содержанию устава именно мусульманского благотворительного общества. Вот здесь вот также и говорится, что члены общества, не уплачивавшие в течение года следующих с них денежных взносов, или же не исполнявшие в течение года принятых ими на себя обязанностей, считаются выбывшими из состава общества, с сохранением, впрочем, права вновь вступить в общество, что они могут еще войти в это общество и продолжать свою деятельность. Для открытия действия общества необходимо вступление в него в начале не менее 30 членов, которые и считаются членами-учредителями. По открытию общества присваиваются звания почетных или действительных членов согласно вносимых ими денежных взносов или принятыми ими на себя обязанностей. Ну, в следующей, в 3 главе, речь идет о средствах общества. Средства общества, конечно, составляются из членских взносов, из пожертвований деньгами и соответствующими цели общества предметами как членов общества, так и посторонних лиц, равночастных в общественных и общественных учреждениях. Из доходов от устраиваемых обществом с соблюдением установленных узаконений публичных чтений, спектаклей, концертов, увеселений и так далее. Из доходов, принадлежащих обществу и имуществу капитала. Вот если кто из вас читал статьи вот из Терджмана, то там есть такие статьи, как в Симферополе делались вечера. Инициаторами проведения этих значит, вечеров были сам Исмаил Гаспринский и Исмаил Мурза Муфтизаде. Ну, они такие были молодые, конечно, у них было очень много инициативы. Сам Исмаил Гаспринский писал краткие такие спектакли, комедийные, как «Сватовство», да. Потом там, значит, выступали с пением, а потом крымско-татарская Симферопольская учительская школа, она славилась тем, что там был оркестр, духовой оркестр, и обязательно во всех этих мероприятиях приглашался этот оркестр, ребята татар-баллары играли вот музыку, танцевали, чуть ли не до утра веселились. И, естественно, в фойе стояла, значит, типа ящика, или как, туда бросали пожертвования для этого общества. И в газете все это описывалось, и говорилось, что вот в этот вечер собрали столько-то денег для благотворительного общества. Вот об этом и говорится в уставе этого общества. Но вот эти вот членские взносы образуют неприкосновенный капитал общества. Капитал этот по мере накопления обращается в государственные или гарантированные правительством процентные бумаги и хранятся в государственном банке или его отделение. На руках самого казначея не должно было быть больше 200 рублей. Ну, кто же управлял делами общества? Заведование делами общества возлагалось прежде всего на правление общества. Были участковые попечители и, значит, общее собрание членов общества. Правление общества состояло из председателя и его товарищей, то есть заместителя, казначея, секретаря, 2 членов общества и представителей от Симферопольской мужской гимназии и татарской учительской школы, избираемых именно на 3 года общим собранием. Все члены правления служили делу общества безвозмездно. Вот. На необходимые расходы ассигновались деньги по определению общего собрания потребная сумма. То есть какие бывали нужды и на которые нужно было выделять какие-то суммы, это обсуждалось в собрании вот, непосредственно членами этого правления. И дела в правлении решались простым
большинством голосования. Вот. На обязанностях правления лежало изыскание мер к возможным достижениям целей общества и к увеличению денежных средств этого общества. Распределялись занятия, обязанности в правлении между членами общества, заведование имуществом и капиталом общества, наблюдением за исполнением его устава и так далее. И самое главное, собирание сведений и прибегающих к помощи или покровительству общества, а также оказание и соответствующей помощи и так далее. Но отношения с Министерством внутренних дел осуществлялось через губернатора. Следует заметить, я вот с самого начала уже говорила, что этот устав был подписан министром внутренних дел, и поэтому это общество как бы постоянно поддерживало отношения с Министерством внутренних дел. Вот. И председателю правления предоставлялось право приглашать на заседание правления и посторонних лиц, участие которых в обсуждении дел представлялось полезным. Лица эти могли выступить, сделать какие-то предложения, но они не пользовались правом голосования. И вот казначей, вот какие же обязанности имеет казначей этого общества? Он принимает все поступающие в общество денежные взносы и пожертвования с выдачей в том, значит, если выдавались деньги, то за его подписью, значит, выдавалась квитанция им, и все это производилось по распоряжению председателя, ну, непосредственно самого Исмаила Муфтизаде. Секретарь также, значит, в этом обществе имел журнал заседаний правления и общих собраний. Он непосредственно вел список членов общества, составлял отчет о работе общества и, конечно же, занимался заведованием всей перепиской этого общества. Общие собрания, на которых обсуждались проблемы, дела, отчеты, собрание проводилось раз в год. О времени прохождения этого общества и вопросах, которые будут обсуждаться, они заранее заблаговременно ставили в известность всех членов общества, но и также полицейское начальство. Но для действительного заседания общего собрания необходимо было присутствие не менее 1/4 числа всех членов общества, проживающих в городе Симферополе. Дела в общем собрании решались простым большинством голосования. Ну и тут же были и общие правила. Что еще хочу сказать, что по примеру благотворительного общества в городе Симферополе впоследствии были открыты, созданы благотворительные общества и в других городах. В частности, это Карасу-Базаре, который создал Абдуришид Медиев, потом Сейджилил Хаттатов создал в Евпатории, в Ялте были созданы, которые также имели устав, ну, наподобие Симферополя. Вот тоже вот есть архивные материалы, вот я нашла, тоже есть интереснейшая информация. Кроме того, хочу сказать, что благотворительное общество непосредственное участие принимало в создании новых учебных заведений. Примером этого является создание Мектебе Руштие, которое было открыто благодаря инициативе Исмаила Гаспринского, где были сосредоточены преподаватели из числа крымских татар. Оно как бы, если татарскую учительскую школу брать, где готовили учителей из числа крымских татар, юношей, то там занятия шли на русском языке, кроме мусульманского вероучения. Вот. А учителей как того из числа крымских татар такого учебного заведения не было. Поэтому вот интеллигенция
я считаю, первое поколение интеллигенции, как Исмаил Гаспринский, Исмаил Муфтизаде, Муфтизаде, Саид Бей, Булгаков, дальше Аджиб Абибулла и так далее. Целая плеяда. Вот непосредственно их участием было создано Мектебе Руштие, которое преподавание было на крымско-татарском языке. Готовили непосредственно учителей для крымско-татарских школ. Эта школа просуществовала, к сожалению, не так уж много лет, потому что очень беспокоила некоторых, в частности, директора народных училищ Таврической губернии Маргаритов. Он был очень против существования этого мектебе. Там еще был Захид Тахтаров, который тоже не приветствовал существование этих школ. И в конце концов, в 1905 году эта школа была закрыта, но тем не менее были выпускники этих школ. Вот, в частности, сохранены, вот, в частности, у меня есть это архивные материалы, где вот протокол этого заседания, как выступали против этого, значит, сохранения и развития этого учебного заведения, как особенно вот Исмаил Муфтизаде. В общем, они решили это учебное заведение не закрывать, а открыть какое-то там типа учебное заведение, тоже в честь которого относились. То есть они против закрытия? Да, Маргарита. Сохранения. Да, да. Почему? Да, хотя, да, вот Маргаритов, один из тех вот, директоров народных училищ вот, по истории, и пишет об этом, и Ганкевич пишет в своих работах, и, значит, и других вот это как, они все усилия приложили, так преподносили о том, что вот эта школа может принести какой-то вред, ну, боялись, что вот это вот... И в конце концов действительно был положен конец закрытию этого учебного заведения. Да, но благотворительное общество мусульман, конечно, способствовали распространению культуры, образования, всячески помогать материальную помощь наиболее бедной части населения крымских татар. И тема вот этого благотворительного общества, конечно, она нуждается в более серьезном исследовании. Хотя вот я скажу сейчас, в 2000 году была вот в «Голосе Крыма» статья, когда я первый раз нашла этот материал, все опубликовала. Но сейчас настолько много вот материала, надо более серьезно взяться за эту тему. Спасибо. Где-то уставы, вот этот устав, он напечатан как приложение в газете «Переводчик Тарджуман» в 1897 году. Bizden başı koşmak aşıklar için yetiştirmişim. Bizde bir sıra yerler var ki, onlarını biz korumak, resmileştirmek gerekimiz. Onlar da bizim aziz yerlerimiz. Orada yerler Kırım'da da onların yüzlerinin olmasa var. Bu bizim tarihimiz, bu bizim asabalarımız. Kalabilse bu bizim milli mentalitetimiz. Mesela ben de iki tane misal getirmek istiyorum. Buna Sudak'ta ketken adamlar yolda görgen olsa bir bayram dediğin yer var. O yerde toxtab, o yer abadanlaştırıldı, bir lokanta yapıldı o yerde, keçkin ketken o yerde toxtab, aşağı içip degenden su aktıra, yaz kış o yerde toxtaylar. Geçin o yerde bez bayram dediler. Onun azlarına körseniz, Balaban Narat gereği var. O yerde doğurmayan kadınlar, bir sıra hastalıkları olan adamlar
barıp ziyaret etkenler ve özlerinin kişilerini baylap ketkenler Allah Teala'dan yardım sorar. Ve öylelikle oraya bir ilahi mukaddes yer olarak evvel ezelden belli olan. Çünkü Kurtuy dağları onun altındaki dağ Kurtuy dağı diye ayrılır. Kurtuy dağlarından çıkan sularının terkibinde kumuş var. O akkan su kumuşlu su. O sunu eğer siz bir savukla alıp evlilik eder koyunuz, 12 ay tursun o su bozulmaz. Başka sular bozular. Ama o bozulmaz. Onun terkibinde kumuş var ise. Onu içse adam şifalanar. Şifa verir. Onun içinde o yerde Bekir'de ana onun suyundan şifa kapkanlar bir vakitler adamlar. Bekir o suyu yardım etkenler. Ve ondan gelip